Здравствуйте, друзья! Сегодня мы радуемся за очередных счастливчиков, которым повезло быть спасенным в Якутске и быть выбранными в семью. Многие помнят вывезенный целый вольер. Я называю его «добрый». Из этого доброго вольера спасенные Бьянка и Месси тоже пристроены, также уехали в семьи, и о них мы рассказывали вам ранее. Скромная, кроткая Бетти была в том же вольере, в ППЖ. ППЖ, потом передержка, самолет, снова передержка в Москве. И вот оно, счастье, обрести свой дом. 1,5 года ожидания этого дома и своего любимого человека. Посмотрите, друзья, как меняются забитые, дрожащие от страха собачули. Сейчас и Бетти превратилась в спокойную, уверенную красавицу. У нее есть все для счастья, и даже домашний песик, с которым также она подружилась. Ваша помощь, друзья, позволяет случаться таким чудесам. И сегодня я вновь прошу вашего милосердия ради них, ради их счастья. Девчушка Миледи, как и сотни других несчастных собак, с тоской смотрела на проходивших иногда людей. Вы знаете, друзья, что такое ППЖ Якутска. Невозможно было забыть ее взгляд, просящий и со слабой надеждой. И ее забрали. И все повторилось. Москва, передержка в Москве, поиск семьи, ежедневный труд по уходу и содержанию, чтобы в итоге получилось счастье. Миледи или Милочка после года поиска семьи также уехала в семью, где к ней тепло относятся, с любовью и с пониманием, что девчушка эта спасенная из ада. Пусть будет счастлива. И спасибо большое семьям-усыновителям, которые заботятся о наших детях. Бик жил в парке Якутска. То лето 21 года было жарким. Горели леса, стояла гарь в городе. Самолеты не летали, пассажиров не было. Но мы все равно кого-то спасали. Далеко не всех. Передержек там нет. Спасали, как вы помните, Пьеро с его опекаемыми девчушками. Спасали помет щенков, которых дети прятали, опекали в кустах и кормили по очереди. Спасали щенка с остановки, которого тоже забрали. Потом семью Мии и Оскара в составе 7 хвостов. Все давалось очень тяжело. Не хватало передержек, рук и единомышленников. Многих, конечно же, не спасали. Одними руками и желанием одним моим всех не спасешь. Вот тогда, летом, я и не спасла одного подростка, веселого, задорного, который так увивался за девчушками Пьеро, которых выгуливали волонтеры или приучали к поводку, пока ожидали пассажиров и самолетов, чтобы не терять время. Этот парнишка явно хотел быть с людьми, но мое внимание он привлек гораздо позже, когда отгремели пожары, ушла жара, начали летать самолеты, и, пересматривая хронику жуткого лета, я поинтересовалась у волонтеров, как-то не видно ли его, вот этого мальчишки, где-то в парке или в городе. Спустя месяцы я только узнала, почему он мне вспоминается.
Да потому что я должна была его спасти, и больше некому, как показало время. Оказывается, он проживал тяжелые свои времена. В парке давно не жил, видимо, скитался в поиске хлеба или человека. Кто-то нашел его с переломом ноги. Ой, ой, ой. Ой, ты бедная, бедная собака. Ой, совсем сломана лапа. Ах, ну, маленький. Да, маленькая. На моя. На, на сосиску хотя бы покушай. Давай. Ну, терпи до завтра. До завтра терпи. Бедная, ты еще щенок, по-моему. Что-то морда у тебя совсем детская. Встать мы не можем, ничего не можем. И даже лечили, даже делали операцию, даже жил на передержке, как мы видим на видео. А вот потом, после всего этого, был сдан в ППЖ. Видимо, как в лучшее место там. Затем был выпущен на волю по программе ОСВВ. И снова улица, скитание. И, думаю, плачевно бы закончилась жизнь этого добродушного паренька с умными глазами, если бы не забрал его отлов в ППЖ в ту зиму, когда их начали массово истреблять, начиная с 30 декабря 2021 года. Он был забран и посажен на цепь в будку, не в вольер. Это хорошо, это удача, и спасла его. И только с этого момента подключилась я со своим желанием незамедлительно его забрать. Вот такой нелегкий путь прошел этот мальчишка до того, как оказался в моих руках, на моем кураторстве. И понадобился год, чтобы найти ему достойную семью. А взяла его семья, которая у нас уже брала собак. И он поехал в дом аж 4-й любимой собакой. Они очарованы им, его красотой, его габаритами, называют лошадкой пони, его красивыми умными глазами. Они восхищаются его добрым покладистым характером. Будь счастлив, малыш Биг. Ты заслужил свое счастье быть домашним и любимым. Спасибо семье за такую любовь к собакам. Ой, дудук ты. Друзья, на нашем канале был большой перерыв. В итоге финансовое положение из печального превратилось в отчаянное. Вынуждена и в приветах просить вашей помощи. Не должно так быть, чтобы спасенные голодали, больные не получали помощь врачей. Пожалуйста, ваша посильная помощь – это жизнь однажды спасенных.